Вот это наш костюм. Это и есть та самая форма, из-за которой в Грузии разгорелся нешуточный скандал. Мастер по прыжкам на батуте, член грузинской олимпийской сборной Любовь Головина, до того, как отправиться в Рио, успела встретиться с журналистами. Девушка призналась, что скандал значительно омрачил ей настроение перед соревнованиями. Я в плохом настроении. Все эти дни гневные комментарии по поводу нашей формы заставили меня понервничать. Нельзя поднимать такой шум, ведь нам, спортсменам, и так хватает беспокойства. Однако шквал гневных комментариев в грузинском обществе только растет. Парадные костюмы, в которые спортсменов облачил Национальный олимпийский комитет, на этот раз должны были напоминать традиционное грузинское одеяние. Но тысячи пользователей соцсетей утверждают, что форма, в которой олимпийцы предстанут на открытии игр в Рио-де-Жанейро, похожа на что угодно, но только не на грузинскую национальную одежду. С ними соглашаются дизайнеры и искусствоведы. Возникает вопрос, почему эта форма обладает явно выраженными восточными чертами и элементами. За основу якобы взят костюм из региона Аджария, но там нет таких орнаментов, и женщины там никогда не носили белый низ. Поводом для критики стал не только предмет соответствия национальному стилю. В обществе обратили внимание на то, что форма является уплотненной и полностью скрывает тело олимпийцев, что может послужить причиной дискомфорта в жаркой Бразилии. Одним из совладельцев ателье, где пошили одежду, является российский бизнесмен грузинского происхождения Леван Васадзе, известный в обществе как ярый поборник традиционных ценностей и патриархальных устоев. Потому пользователи соцсетей заговорили и о попытках иронизации Грузии. В самом ателье Самосели Пирвели все подобные обвинения опровергают и утверждают, что лишь выполняли заказ ног. Мы работали по уже готовым эскизам, и за все время дизайн изменился лишь один раз. Сначала планировалось пошить черные платья для женщин, но НОК изменил цвет на белый. Но вопросы к Национальному олимпийскому комитету на этом не заканчиваются. Например, почему эскизы костюмов не были представлены общественности заранее. Что касается конкурса на пошив одежды, то в НОК заявляют, что вели переговоры с несколькими компаниями, но выбор пал на ателье Васадзе. Менять костюмы в комитете не намерены, да и сделать это уже в принципе невозможно. Тем не менее, недовольные жители Грузии не отказываются от своих требований и продолжают оставлять подписи под соответствующей петицией. За неполных 4 дня удалось собрать более 7 тысяч подписей. Зветом Чедлишвили, Саломе Кокиашвили специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси.